Эти кадры мы снимали в мае. Улица Комиссариатская, поселка Усады. Тогда 3 имеющихся мусорных бака были пустые, но рядом переполненный контейнер для крупногабаритного мусора и свалка уже перед ним. Прошло полгода. Вот как это место выглядит сейчас. Баки не переполнены, но мусорная гора за ними никуда не исчезла. Такая же свалка и на улице Заозерная. Правда, здесь до сих пор контейнеры так и не появились, хотя площадка есть. Жители во всем винят рекоператора. То, что сейчас творится в Усадах, знаете, даже в страшном сне не приснится. По улице, например, Заозерной, так там не только в сапогах можно пройти, и то на болотных. Жители поселка Усады и соседних песчаных ковалей, где мусорный вопрос тоже обострился, уже не раз жаловались в систему «Народный контроль». Ситуация не меняется. Сегодня на совещании в комитете по тарифам к ответу призвали рекоператора УК по ЖКХ, который обслуживает западную зону республики. Но там же люди живут. Мы опять будем с вами в ручном режиме работать. Представители по ЖКХ отвечают: выезжаем в поселки регулярно, однако контейнеры часто заполнены не бытовыми отходами, а строительным мусором и ветками. В этом случае рекоператор вывозом не занимается. Разбором завалов должен заниматься муниципалитет, их земля. Жителей, нарушителей штрафовать. Мы посещаем все, и здесь нужно, еще раз повторю, совместная работа с населением. Вот вы говорите поставить там 2 емкости, одну, которую будет убирать муниципалитет, вторую мы. Это в данную минуту это не исправит ситуацию вообще. Будут заваливать оба бункера. У муниципалитетов нет денег на ликвидацию свалок. Рекоператор благотворительностью не занимается. В итоге мусор и ныне там. Руководство Госкомитета сегодня вопрос решило в ручном режиме, обязав по ЖКХ ликвидировать свалки за неделю. У районов есть и другие проблемы. До июля месяца, пока еще руководство управляющей компании по ЖКХ не сменилось, у нас вроде проблем не было, все было налажено. Но вот после июля месяца начались проблемы, то есть они не с каждой площадки ежедневно вывозят мусор, или же, если даже вывозят, то не со всех контейнеров выгружают мусор. Если, например, контейнеры наполовину заполнены или же на 75% заполнены, они просто не перегружают. На это у рекоператора свои доводы. Оказалось, за 4-й год мусорной реформы до сих пор нет данных о количестве мусорных площадок, контейнеров, мусоре и жителей. Судя по всему, здесь тоже согласия нет. Стоит площадка, на ней 3 емкости, да? Пиковые дни, там, понедельник, среда, пятница и выходные, да, как пример. Площадка наполняется, но вот во вторник, в четверг мы приезжаем за этими 3 емкостями, а там половина только от одного бака наполнена. 2 полностью пустые, 1 напополам, да. Смысл гнать туда машину за полбаком, если мы можем приехать завтра и вывезти там сразу 2 полных или 3 полных. То есть тут тоже такой момент логистики, но это, да, больше наш такой вопрос во взаимодействии с муниципалитетами. Как выяснилось на совещании, график вывоза мусора в Арском и Алексеевском районах перевозчик изменил без согласования с руководством муниципалитетов, нарушив санитарные нормы. У нас нормативы, которые установлены Кабинетом министром постановлением 922, они рассчитаны исходя из норм Санпина. То есть это вывоз ежедневно в летний период, когда температура не превышает, не ниже 5 градусов. Да? Если ниже 5 градусов, это уже 3 в сутки, 1 раз в 3 суток. Вот. И эти нормы, они установлены, исходя из них посчитаны нормативы, исходя из этих нормативов мы с вами оплачиваем эту услугу. Сегодня на совещании рекоператору поручили вернуться в прежний график по вывозу отходов и плотнее работать с муниципалитетами. В пример поставили другого оператора Гринту, у которых в свое время было немало нареканий по Альметьевскому району. Сегодня ни одной жалобы. Следующая встреча с рекоператорами по вывозу мусора в комитете по тарифам пройдет через месяц. Как ожидается, на нее пригласят представителей Лаишевского и Пестричинского районов. Там сегодня больше всего жалоб от населения. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.